В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Посвященная Владиславу Ардзенба, в Госмузее открылась выставка картин. «Спутник. Чтение. Поэтический проект информационного агентства в Абхазии». Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Сирии в России Хаддадом Риадом, сообщает официальный сайт МИД Абхазии. В ходе встречи дипломаты обменялись мнениями о ситуации в Сирии и в регионе Ближнего Востока в целом. Выразили надежду на скорейшее завершение конфликта и восстановление мира в регионе. Вячеслав Чирикба рассказал послу Сирии в России о гуманитарной акции руководства Абхазии, организовавшего переезд на историческую родину около 500 сирийских абхазов. В этот же день Вячеслав Чирикба встретился с послом государства Палестина в России Нафалем Абдель-Хафизом. Глава МИД Абхазии выразил солидарность с народом Палестины, строящим независимое государство, уже признанное многими странами-членами ООН. Участники встречи обменялись мнениями относительно политической ситуации в регионе, а также обсудили аспекты возможного сотрудничества Абхазии и Палестины. Конференция городского отделения партии «Единая Абхазия» прошла сегодня в столице. На повестке дня выборы председателя Сухумского отделения партии и его заместителей, а также избрание делегатов на 6-й съезд «Единой Абхазии». На мероприятии присутствовали депутаты парламента и городского собрания. В настоящее время организация находится на стадии реформирования. В ее руководстве появляются новые лица. Так, единогласным решением собрания председателем Сухумского отделения партии был избран Алхас Монаргия. Определен состав, руководящий состав городской организации, избран председатель, заместители, совет, городской совет. Следующий этап – это мы завершим процесс, мы проведем конференцию во всех территориальных организациях, которые у нас есть. И на финише мы выходим на 6-й республиканский съезд политической партии. На этом съезде мы предложим съезду кандидатуру нового председателя, заместителей, и будет избран также новый политсовет. Самая главная цель любой политической партии – это участие в выборах. А в этом смысле Сухумская городская организация ставит перед собой задачу участия в выборах в органы местного самоуправления. На особо сложных участках дорог и перекрестков трассы Псоу-Ингур началась работа по обеспечению безопасности автотранспортного движения и улучшению ситуации в целом. По инициативе министра внутренних дел Леонида Дзябшева намечены работы по установлению светофоров в районах Пицунского и Лыхнинского поворотов напротив медучилища в Сухуми. Кроме того, будут проведены работы, предусматривающие разметки, дорожные знаки, по необходимости металлические заборы вдоль трассы и разделительные ограждения. После реконструкции технического оснащения введен в эксплуатацию пост «Холодная речка», на котором сотрудники УГАИ уже приступили к выполнению служебных обязанностей. В ближайшее время начинается работа по реконструкции технического оснащения Очегварского поста в Очимчирском районе. В соответствии с указаниями президента Абхазии, работа, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения, будет носить систематический характер, сообщает пресс-служба МВД. Сегодня бывший глава миссии МККК в Абхазии Джордж Дрндарский представил своего преемника Мауро Марабита общественной организации «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Джордж Дрндарский высоко оценил работу по опознанию останков без вести пропавших, которая проходит под патронажем миссии и при содействии организации движения матерей. Новый глава миссии Мауро Марабита заверил, что работа по идентификации останков будет продолжена. Председатель движения матерей Абхазии Гули Кичба выразила благодарность миссии МККК от имени семей, которым помогли разыскать и опознать погибших родственников. Мы всегда благодарны Международному Красному Кресту за большую миссию, которую она проводила здесь. Это и гуманитарная, это и благотворительная, это и поиск пропавших без вести, который уже вот второй год проводит здесь, в Абхазии. Этот поиск нас уверил новый глава миссии, и по договору будет продолжен.
И мы приложим все свои усилия, конечно, в этой работе, потому что есть семьи, которые еще ждут. И в этом отношении, конечно же, движение матерей делает немаленькую работу. 3 декабря – Международный день инвалидов. Сегодня в мире насчитывается около миллиарда людей с различной степенью инвалидности. Мы не должны забывать, что человек с ограниченными физическими возможностями – это прежде всего человек, который имеет право на полноценную жизнь. И чтобы реализовать это право, ему нужна помощь, наша помощь. Накануне Дня инвалидов Нисфа Аршба побывала в Гагарском КБРЦ и расскажет о том, как живут люди с ограниченными физическими возможностями. Об Анатолии Филатове не так давно узнала вся страна. Он жил в палатке на территории парка на набережной Сухума и питался тем, что давали сердобольные жители столицы. Документов, подтверждающих личность, у него нет. Анатолий Филатов даже не смог представить подтверждение тому, что он является ветераном войны. Так бы он и жил, пока его история не стала достоянием социальных сетей, а сюжет о нем был показан в эфире абхазского телевидения. Увидев ситуацию и положение самого Анатолия Филатова, первую помощь мы оказали, то есть привезли ему одеяло, одежду и еду. Хотелось бы поблагодарить всех тех людей, которые оказали такую поддержку самому Анатолию, потому что бывают разные случаи в жизни. Даже если он был бы не ветераном войны или добровольцем, это же человек. И тем более в Абхазии, находясь, просто оставлять людей таких на улице, мы сами в Абхазии, это для нас, наверное, оскорбительно. Вслед за молодежью ситуацией заинтересовались и в фонде инвалидов Отечественной войны. Анатолия Филатова приодели и отвезли в Гагарский реабилитационный центр. Поступило письмо от первого вице-премьера Республики Абхазия Шамиля Омаровича Ардзимба с просьбой разобраться с ветераном войны Филатовым. Своими силами мы привели его в надлежащий вид, после чего при помощи министра здравоохранения Анзора Назруновича Гов мы его провели в поликлинику, где он был проведен полностью осмотр, после чего он был отправлен в КБРЦ. Несмотря на сложную жизнь, у ветерана войны нет тяжелых заболеваний. Подводят лишь ноги. Без помощи палок передвигаться он уже не в силах. Но Анатолий Григорьевич поступил в наш реабилитационный центр 26 ноября в праздничный день. Конечно, в запущенном состоянии, учитывая то, какой образ жизни он вел. Сотрудники реабилитационного центра в эти праздничные дни, насколько возможно, оказали первую помощь, провели гигиеническую обработку, нашли достойную одежду. И с понедельника началось обследование в том объеме, в доступном нам объеме. Сейчас в Гагарском реабилитационном центре находятся около 30 инвалидов. 7 из них тяжелые. Медикаментов и всего необходимого, в общем-то, хватает, говорят врачи. Это подтверждают и пациенты центра, для которых эти стены стали вторым домом. Я очень довольна. Внутривенно, обслуживание, физиокабинет, массаж. Все тут делается добросовестно. У этих людей было много бед, потерь и горя. Их жизнь сложилась далеко не так, как, возможно, в юности они мечтали. Но сегодня они не жалеют ни о чем. Единственное, чего им хотелось бы побольше, это общение. Ведь когда остаешься один на один с недугом, настигает чувство одиночества. И тогда лишь крепкое плечо друга способно помочь, услышать, поддержать. Нисфа Аршба, Саид Агухава, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном музее открылась выставка-конкурс работ художников, посвященная 70-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзимба. Репортаж Амры Амичба. 50 абхазских художников прислали свои картины на выставку-конкурс Международного фонда «Апсны. Штрихи времени». Данная выставка идет в череде мероприятий, проводившихся фондом в течение всего года и посвященных первому президенту Абхазии Владиславу Ардзимба. Наше будущее поколение обязательно они должны знать, кто Владислав Ардзимба, что он делал для нашего народа. Мы помним Владислава Ардзимба не только лидера, который победил войну,
строительство нового абхазского государства, огромнейшая его работа и направление репатриации, экономика, культура, искусство. И сегодняшней выставкой мы еще раз хотели опомнить и показать, что какой огромная работа сделана со стороны первого нашего президента Владислава Арзумба. В следующий год, в 2016 году, мы хотим такую работу вести Сергея Васильевича Багапши. Потому что будущее поколение должны знать своих лидеров, своих старших, которые подарили сегодняшний день нам. Из присланных на конкурс работ были номинированы 20. Это портреты, натюрморты, пейзажи с сюжетами обычаев, мифов, истории. Посредством художественной кисти авторы рассказывают об Абхазии. Штрихи времени, как отмечалось на выставке, это еще одна площадка для представления картин. Ведь художник творит, чтобы его работы видели зрители и оценили. Жюри фонда учредило 3 призовых места. 3-го места и премии в размере 20 тысяч рублей удостоился художник Руслан Чхамалия. 2-го места и 30 тысяч рублей Андрей Ампар. 1-е место и 50 тысяч рублей получила работа Батала Джопуа «Композиция». Среди представленных картин были и работы молодых художников, которым вручили почетные грамоты. Я очень рада принимать участие в данной выставке, поскольку здесь выставляются большие мастера, известные абхазские художники, и мне очень приятно, что мою работу тоже выбрали и выставили наряду с такими известными людьми. Я попыталась создать композицию, посвященную Владиславу Григорьевичу Арзумба, используя нашу символику и абхазский традиционный инструмент абхерца и археологическую находку в виде льва. Выставка будет проходить до 9 декабря. Все желающие смогут увидеть картины в конференц-зале Абхазского государственного музея. Амра Амичба, Астамургошба, Абхазское телевидение. Сухумскому государственному музыкальному училищу имени Алексея Чечеба исполнилось 85 лет. В праздничном концерте, прошедшем накануне в Абхазгосфилармонии, приняли участие Государственный камерный оркестр, Государственная хоровая капелла, а также выпускники, учащиеся училища. Концерт открылся кантатой «Апсны» композитора Алексея Чечеба. Музыкальное училище – это не только учебное заведение, где готовят профессиональных музыкантов. Это и источник формирования Абхазской национальной композиторской школы. В стенах этого училища начинали свой творческий путь все без исключения композиторы Абхазии. Алексей Чечеба, Рожден Гумба, Баграт Богателия, Константин Чингелия, Василий Царгуш, Леонид Чепелянский, Тоту Аджепо, Виктор Васильев, Петр Петров, Надар Чайднба. Сухумское государственное музыкальное училище основано в 1930 году как Абхазский государственный музыкальный техникум. Это было первое музыкальное учебное заведение в Абхазии. Идея создания музыкального училища принадлежит заслуженному деятелю искусств Абхазской ССР, композитору Константину Ковачу, который стал его первым директором. Сегодня музыкальное училище возглавляет заслуженная артистка Абхазии Нинель Бжания. Вот уже 9-й год компания сотовой связи «Аквафон» присуждает персональные стипендии наиболее талантливым студентам Абхазского государственного университета. Сегодня в АГУ в присутствии министра образования, ректора и преподавателей представители «Аквафон» в торжественной обстановке вручили подарки лауреатам стипендий. Репортаж Налы Муква. Еще неделю назад представители компании «Аквафон» встретились со студентами, которые в этом году станут стипендиантами их ежегодной программы. Это, как правило, наиболее талантливые и активно участвующие в жизни университета студенты. Утверждению списка предшествует собеседование комиссии, созданной при компании «Аквафон» с соискателями, представленными деканами факультетов. Вот как восприняли эту весть счастливые обладатели стипендий. Хотим вас поздравить, вы стали нашей стипендианткой. Нам очень приятно, что у нас такие студенты есть. Алан Ажиба, студент 3-го курса агроинженерного факультета АГУ. Он уже 2-й год становится лауреатом стипендии от «Аквафон». Прекрасная успеваемость плюс инициативность позволили зарекомендовать его комиссии. Скромный по натуре, Алан не любит говорить о собственных успехах. Но поддержка от «Аквафон» в размере 2000 рублей ежемесячно, по его словам, важное подспорье для тех, кто стремится к знаниям. Очень важно то, что когда нас замечают, наши таланты, наши успехи это замечают и придает нам более уверенный стимул. Вообще хотелось бы отдельно поблагодарить компанию «Аквафон», моего действующего оператора за то, что они, наблюдают за нашими успехами. Я собираюсь потратить эти деньги на студенческие нужды. В торжественной обстановке состоялось вручение стипендий и подарков от любимого сотового оператора. 16 фамилий студентов различных факультетов в числе получателей стипендий. Я хотел бы поблагодарить компанию «Аквафон» за поддержку. Спасибо вам большое. Это значит, что мы делаем все правильно, значит, мы идем в нужном направлении. Значит,
Нас нужно поощрить. За это вам спасибо большое. Чтобы у нас был стимул дальше идти. Потому что люди целеустремленные очень сомневаются часто в том, что все делают правильно. И спасибо, когда кто-то поддерживает. С 2014 года Аквафон ВАГУ реализует еще одну стипендиальную программу имени поэта Омара Бейгуа. В будущем году ее будут получать еще 8 студентов-репатриантов, проявивших успехи в учебе и активно участвующие в общественной жизни. На мероприятии присутствовали министр образования Адгур Какоба, ректор университета Олег Угварами и преподаватели АГУ. Открывая встречу, Олег Угварами подчеркнул важность сотрудничества с Аквафон. Мы благодарны, что вы уже 9 лет ежегодно выделяете для наших студентов стипендии. И это, конечно, служит стимулом, мотивацией для их успешной учебы. Впервые за все эти 9 лет мы половине студентов, являвшихся номинантами на эти стипендии, вручаем эти стипендии представителям, студентам нашим из Турции и из Сирии. 9 лет назад Аквафон впервые вручил стипендии и с тех пор продолжает реализовывать этот проект. Поддержка молодых талантов – одна из главных социальных программ компании. Вообще в стипендиальной программе Аквафон за 9 лет прошло практически 200 студентов. И мы следим за их профессиональной деятельностью. Многие из них работают в правительственных структурах, здесь в АГУ. Есть поэтесса молодая, вот мы недавно видели с ней, Алина Жиба. То есть эта программа живет, она развивается. Присоединилась программа стипендиальная имени Омара Бейгуа. Это тот процесс, который никак нельзя остановить. Отдельные слова благодарности были высказаны представителями компании в адрес проректора АГУ по воспитательной работе Медеи Чеги, с которой Аквафон сотрудничает с первого дня реализации стипендиальной программы. Без поддержки и встречной работы со стороны вуза тяжело было бы осуществить проект. У нас очень хороший союз студентов. Принимайте, приходите со своими предложениями. Мы вас всегда поддерживаем. Я безумно рада, что у нас еще появилось 8 стипендий для наших ребят. Стипендиальная программа в АГУ – одна из многих, которые реализовывает Аквафон. Уже несколько поколений лауреатов стипендий закончили вуз и успешно работают в различных сферах. Понимая значимость данного направления, Аквафон и впредь продолжит реализацию подобных проектов. Нала Мукба, Алексей Глухава, Абхазское телевидение. Международное информационное агентство и радио «Спутник». Абхазия запустила на абхазской и русскоязычной версиях портала поэтический проект «Спутник чтения». Этот проект на страничках социальных сетей действует уже более 2 недель. Принять участие в нем может каждый желающий. Об этом наш следующий сюжет. Прочитать стихотворение известных абхазских поэтов, снять это на видео, выложить в одной из социальных сетей под хэштегом «Ажа». Все, что нужно сделать, чтобы участвовать в новом проекте «Спутник чтения». В нем могут принять участие политики, общественные деятели, спортсмены и дети. Проект «Спутник чтения» впервые был запущен в марте этого года информационным агентством «Спутник Кыргызстан». Участие в нем приняли представители власти, известные мастера искусства и общественные деятели. В августе поэтическая эстафета в рамках проекта «Спутник чтения» была передана «Спутнику Молдова». И именно это агентство передало эстафету «Спутнику Абхазия». Начало проекту в нашей стране дал руководитель «Спутник Абхазия» Инал Лазба, прочитав произведение известного абхазского поэта Таифа Аджба «Амра Сируп Аташамтаз». Амра сируп аташамтаз, аблахиша хотепхойт. Аташамтаз, амра калашейку пхойт. И Марьома зигерзеха, ехафлан цебура. И Марьома насащиха, зиганыжна цара. Запуская этот проект, «Спутник Абхазия» ставит перед собой особую цель – сблизить людей посредством чтения выдающихся поэтических произведений, затрагивающих такие важные ценности, как любовь, жизнь, красота окружающего мира. Проект «Спутник чтения» открывает красоту и силу абхазского языка всему миру. Подчеркивая, что абхазская литература и абхазская поэзия – это неотъемлемая часть всемирного культурного наследия. Благодаря этому проекту
абхазская поэзия, которая когда-то переводилась на языки народов мира, вновь прозвучит для мировой аудитории. Участие в проекте приняли и мы, сотрудники абхазского телевидения. Из-за кузы и сацрымшо, сахцалаги за бласху, аж гениалу, так гелиху, пасаскватан и заху. Джиракопу погизвымшо, загиздыру, загизбо, джиракопу за пшасхарху, джиракопу за грызку. Проект пока только набирает обороты. На страничках Facebook, Instagram, ВКонтакте или же на сайте «Спутник Абхазии» видео не так много. Но проект будет идти до конца декабря. Есть надежда, что в нем примет участие как можно больше людей. Сария Смырбислан Джинджолия, Абхазское телевидение. Следует ли зрителям ждать новинок в эфире национального телевидения в ближайшем будущем? Безусловно, Абхазское телевидение объявляет конкурс новых программ на 2016 год. На данном этапе идет согласование планов. Рената Шакая продолжит тему. В течение всего года Абхазское телевидение выдавало в эфир такие передачи, как «Перекресток», «Авторивьера», «Авиа», «Яртем Аква», «Агуэсра». Эти проекты завершены. Именно поэтому национальное телевидение объявляет конкурс новых программ 2016 года. Заявки будут приниматься до 25 января в дирекции тематических передач Абхазского телевидения. Проекты новых теле- и радиопередач будет рассматривать Совет директоров компаний, который определит их качество, актуальность, оригинальность. Критериев немало, все они расписаны в условиях конкурса. Новые программы обязательно будут, в том числе и развлекательные, молодежные, детские, музыкальные. Конкурс, который мы объявляем здесь среди своих сотрудников, он, конечно, не будет закрытым, и поэтому все желающие тоже могут принять в нем участие. Но желающие — это, конечно, те люди, которые имеют какой-то опыт и в журналистике, или актерского мастерства, в зависимости от того, у кого какая фантазия. Ну и сейчас на Абхазском телевидении практически каждый день идут прямые эфиры, в ходе которых обсуждаются самые разные актуальные темы. Все, что волнует жителей Абхазии. Рената Шакая, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 66 рублей 74 копейки, евро 70 рублей 86 копеек. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачность с прояснениями. Ночью дождь со снегом, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью плюс 2-4, днем плюс 8-10 градусов. По Сухому облачная погода с прояснениями, ночью дождь со снегом, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3, днем плюс 9 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.